Привет, YouTube! Это рубрика «Шах и мат». Рубрика, в которой мы расскажем о том, как Церковь Христова должна относиться к самым щепетильным темам этого мира и о том, как ученики Христа должны себя вести вне зависимости от любых обстоятельств этого мира. Ну что ж, погнали! Это круто. Заговорились. Как к родителям относиться будете? Как планируете праздновать? Ой, Заработать денег. да. Поедем в Антарктиду. Как часто в гости к ним ездим? Выкарабкались из Были? каких-то ситуаций. С пингвинами. В чем вопрос был? Вопрос На успешный? простые вопросы простые ответы. А что в семье еще сложнее усложнять? Молодцы, что? Друзья, вторая часть нашей серии про семью, нашей интервью, да. А сегодня мы будем говорить о важности брака, о том, как выходить из проблем, о том, вообще с чем можно столкнуться, будучи женатыми замужними людьми, и как из семьи все-таки сделать рай. Ссылочку оставим вам здесь где-нибудь оставим вам ссылочку, да, на проповедь. Если мы говорим про тебя и про твою семью, ты уже женат 30 лет. Кстати, 29. 29. Да. В этом году Еще будет год на 30. Следующий. следующий. Когда люди строят отношения, все, естественно, хотят какого-то успеха, все хотят, чтобы из брака все-таки получился не ад, а рай. Как вообще прийти к тому, чтобы семья стала успешной? Самое первое, мы об этом говорили в предыдущем видео, самое первое должно быть правильное основание брака. 3 составляющие: духовная, эмоциональная или душевная и физическая. Эти 3 вещи должны быть правильные. То есть, когда у тебя правильное основание, ты на правильном основании начинаешь что-то строить, тебе гораздо проще и гораздо легче построить это. Когда у тебя изначальное основание кривое, косое, то у тебя ничего не получится. Поэтому людям надо думать, когда они еще молодые, когда они делают решения вместе с Господом, когда они, скажем так, в начале пути, вот тогда им надо делать правильные решения, чтобы потом локти не грызть и не кусать. Потому что потом исправлять все гораздо сложнее. Вот, поэтому, когда у тебя правильное основание, ты просто придерживаешься того, что написано в Писании, делаешь то, что говорит тебе Слово Божие, и тебе настолько все просто и настолько все легко. Если мы будем говорить про тебя, ожидание и реальность. Вот ты женился молодым. Да. Сошлось ли ожидание с реальностью? Если уж быть честным, я даже не знаю, какие у меня были ожидания. Ага. Вот честно, потому что все как-то так произошло быстро, все так произошло, как один сплошной фейерверк в твоей жизни. Вот, а потом начинаются трудовые будни, потом начинается рутина, потом начинается вот построение дома. На самом деле, это, знаете, вот брак, когда мы говорим о семье, о браке, это как сродни тому, как ты строишь дом. Мгм. Ты нашел участок, это такой вау, это такой вау-эффект. То есть ты нашел свою вторую Красиво. половину, да, у вас свадьба, все так красиво, все пу. А потом необходимо начинать просто каждый день созидать, строить. Это рутина, это ежедневный какой-то труд. И потом уже по прошествии времени человек, трудясь день за днем, месяц за месяцем, год за годом, оборачивается, смотрит на здание, которое он построил, думает: вау, круто. То есть семья, многие думают, что семья — это один сплошной вау-эффект. Это вот как вот ты встретил ее, и потом все бесконечно романтика, он не заканчивается. Нет. На самом деле семья — это бесконечный труд. Даже когда уже вы 30 лет живете вместе, это все еще труд. Труд обоих. И каждый трудится над собой, каждый трудится для какого-то совместного блага, каждый трудится, он вкладывает самого себя, чтобы все становилось краше, чтобы все становилось лучше. И это бесконечно. Это бесконечно. Да. До момента, пока мы в небесные дома не уйдем. А что самое сложное в браке? Наверное, самое сложное в браке — это прощать. Прощать. Да, потому что кажется всегда так, что это самый близкий человек. И вот такое подляна от этого близкого человека. Как тебе кажется, да, что вот именно вот такого отношения, что именно вот такого, вот, ну, такой несправедливости ты не ожидаешь. И вот иногда кажется, что это все, все, я не могу, у меня не получится. На самом деле прощать — это самая главная вещь во взаимоотношениях с людьми. Если ты хочешь иметь продолжительные отношения с любым человеком, это способность прощать, это основная. В первом видео мы говорили о смирении.
И это, наверное, две вещи, которые одна вытекает из другого. То Мгм. есть прощение не может быть без смирения. Смирение проявляется в прощении. То есть это вот способность смиряться, покоряться, прощать, давать второй какой-то шанс, давать возможность человеку э, упасть и потом протянуть руку для того, чтобы этот человек поднялся. Это постоянно на чем строится семья. Потому что два совершенно эгоистичных, два совершенно амбициозных, два человека, у которых свое видение, не Божие, а именно свое видение всего мира, свой собственный характер, свое видение того, как должно быть правильно. И вот это вот, прежде чем все это сломается, это все через большие тернии к звездам. Но опять-таки все на прощение. Ну, а когда все из тебя начинает лезть, весь твой эгоизм, все твое непрощение, несмирение, как в таких ситуациях поступать? Вот ты вроде бы женился на Закройся и плачь. женился на ангеле, а она с утра, блин, ходит как оса. Как ведьма, да? Да. Как вообще все эти... Особенно на первых порах, когда ожидания с Я не реальностью. знаю, у меня такого не было. Да. Когда начинает все лезть из тебя, из твоего партнера, как с этим совладать, как с этим справляться? С годами ты становишься умнее. В самом начале ты очень глуп, Мгм. ты совершенно тупые вещи делаешь. В семье бывает так, что один начинает упирать постоянно другого, один начинает обвинять другого и говорить, что все это из-за тебя, это ты виноват во всем. Это одна тупость. Вторая тупость бывает, что, например, оба обиделись. И Не разговаривают да, 40 лет. непримиримое отношение, такая непримиримая позиция. Вот все-таки смирение, прощение, что сказать. Я даже не знаю, что сказать, Даш. Но это такой процесс, когда все-таки тебе плохо, тебе больно, но ты делаешь первый шаг. Мгм. Неважно, мужчина, женщина, кто более здравомысленный, тот и делает первый шаг. Кто более, Странненький. кто глубже в танке, тот будет ждать, чтобы первый сделал шаг. Но э, надо переступать через себя, переламывать какую-то свою собственную гордыню, свои какие-то амбиции, свою крутизну, свою важность, свою главноту. И наступая на себя, примиряться, делать шаги, делать какие-то правильные решения. Конечно, этого Бог ожидает от мужчины. Потому что там написано, во-первых, муж. То есть в семье все правильные вещи должны исходить, во-первых, от мужа. Но не всегда так получается, поэтому иногда жены какое-то время, они помогают, они поддерживают, они вдохновляют мужей на какие-то подвиги, на какие-то правильные поступки, свершения. Но Бог ожидает, что, во-первых, муж это будет человек, который молится, это человек, который прощает, это человек, который идет на примирение, который способен решать конфликты, который способен признавать свою неправоту. То есть вот в этом во всем ответственность мужа. Мгм. И в этом важность мужа. И главенство в том числе мужа. Потому что многие мужья думают, если я главный, значит я просто буду указывать, как жить надо, а сам буду жить просто так, Как привык. как смогу, да. Но пример, позиция, отношения, это все должно исходить от мужа. Это круто. Поэтому надо выбирать правильного мужа. В прошлом видео мы говорили о чертах характера, которые необходимо там, будущим мужьям, женам. В семье как распределяются роли между мужем и женой? Хорошо распределяются роли. Ладно, вот такой вопрос. Классического ли ты уклада семьянин? Мужчина зарабатывает деньги, женщина воспитывает детей. Да. Да? Ну как эти роли распределяются в семье? Ну вот у нас, например, как роли распределяются. Жена готовит есть, я мою посуду. Ага. Ага, спасибо, посудомойке. Но если быть честным, у нас есть, конечно, определенный уклад, и в любой семье есть определенный уклад. И когда мы ищем уклад, семейный, скажем, уклад в Библии, то мы найдем две основные вещи. Мужчина управляет, Мгм. вот, а женщина созидает. То есть мужчина это тот, который имеет, скажем так, глобальное видение, он руководит,
он зарабатывает, он добытчик, он куда-то двигается, он куда-то идет. А женщина не то, что она, там, как некоторые говорят, на подхвате. Нет, она наполняет вот всю эту, скажем так, все это движение, она наполняет. Это вот как строить дом, да, мужчина архитектор, женщина она дизайнер. То есть мужчина, он создает здание, женщина, она наполняет это внутренним дизайном. Вот. Я думаю, Библия это имела в виду, когда говорила о том, что мужчина должен быть хорошо управляющий домом своим, а женщина, она должна быть как раз-таки вот человек, который своей любовью, своей заботой, скажем так, своим вот этим вот дизайнерским духом, она наполняет все. И она таким образом, она дополняет картинку, большую картинку, которая пишется под названием семья. Есть семьи, например, где уклад там такой, к примеру, мужчина готовит. Ну так сложилось, что да, что он Отличный повар. крутой повар. У женщины там как-то, не сложилось с этим. Здесь нет ничего такого зазорного и страшного. Вообще никаких проблем. Вообще на протяжении всей Библии мы нигде не найдем, что должно быть как-то по-другому, там, или должно быть вот только вот так, женщина там стоит за плитой, а мужчина там лежит на диване и смотрит, как она готовит. Вообще в семье оно как-то должно все гармонично, что ли, распределяться. Не должно быть так, что вот эти все семейные обязанности, это какое-то рабство, в которое жена попала, а мужик кайфует от этого рабства. Он смотрит на эту рабыню, ему вообще так классно от того, что он себе рабыню завел. Я думаю, это не должно стать чем-то таким вот изнурительным. Если женщина нуждается в помощи, мужчина помогает. Если мужчина нуждается в помощи, женщина помогает. То есть тут какая-то гармония должна выработаться. Всех свой уклад. Всех свой уклад. Например, я мою посуду, жена готовит. Если не нравится мыть посуду, купи посудомойку. Вопрос такой, как добиться этой гармонии? Ну, опять, вот снова все упирается в тот момент, когда вы жених и невеста. Когда вы способны договариваться, когда вы говорите, когда вы выговариваете какие-то или проговариваете какие-то свои ожидания. И вы говорите, как вам было бы лучше, как вам было бы удобнее. Конечно, там уже по мере того, как вы возрастаете, как муж и жена, какие-то вещи могут меняться, но эта способность договариваться, она должна остаться и у 50-летних мужа и жены, и у там, 20-летних, 30-летних, 50-летних, 70-летних. То есть способность договариваться, способность друг друга любить и друг другу угождать, она должна остаться на протяжении лет. А вообще о каких вещах невеста и жених должны договориться на берегу? Ну, конечно, где мы будем жить? Конечно, например, уклад, тот же самый уклад семьи, какой он будет? Отношения с родителями, отношения к детям, сколько детей. Вот это все, это самые основные вещи. Как вы будете зарабатывать? Может, например, категорически мужчина хочет, чтобы жена у него там сидела дома, тогда женщина может сказать, я там вот на какой-то уровень я согласна, например, обеспечение. Вот. А если это будет меньше, то однозначно я пойду работать и буду помогать тебе какой-то уровень определенный поддерживать финансовый. То есть вот эти вот все вещи, конечно, надо все обговорить. Все однозначно обговорить. Когда случаются какие-то конфликтные ситуации, как правильно с позиции христиан эти вопросы решать? Вот нашла коса на камень. Но вот опять мы в прошлом видео говорили о том, что у тебя, когда ты решила выйти замуж, или вы решили построить семью, вы решили построить брак, важно, чтобы в твоей жизни были люди, которым ты доверяешь, какие-то христианские служители. Это люди, которые будут консультировать тебя по поводу брака, которые сами прошли что-то. То есть вся церковь, она строится на том, что я что-то достиг со Христом, я чему-то научился от Христа, и потом я помогаю людям, которые проходят подобные ситуации. В том числе в браке та же самая история. Поэтому, например, более старшие могут консультировать тех, которые только начали свой путь. Так вот, если нашла коса на камень, и если изначально не было смирения, то никто помочь не сможет. То есть, если изначально вот была такая позиция, что, это, как ты говорила, мое личное пространство, это мой выбор, я там на ком хочу, на том женюсь, или за кого хочу, за того и выхожу замуж. Чаще всего находит коса на камень, помочь никто не может.
потому что нет внутреннего смирения. Мгм. Вот. Когда есть смирение, то до поры до времени люди способны договариваться. Потом происходят ситуации периодически, что, ну, уперлись. Мгм. Вот произошло так, что все, вроде бы и я вижу правильно, и я вижу правильно. Вроде бы и вот этот путь правильный, и вот этот путь правильный. Классно, когда есть какая-то семейная пара, которая может консультировать, которая может просто подсказать. И это не такое что-то формальное, где там ты у кого-то записан. Анкету Да, заполняешь. да, ты там какую-то анкету заполнил, и ты там записан у какого-то иностранного служителя на прием. Нет, это люди, которые живут рядом с тобой, они проходят, они ну, в чем-то выросли, в чем-то могут подсказать, и ты просто можешь прийти к этим людям вместе со своим мужем, спокойно, честно обо всем поговорить. Чаще всего консенсус всегда находится. Чаще всего какой-то правильный путь, какое-то правильное решение всегда находится. Вопрос смирения. А были у вас Да, в жизни да, такие пары? да, можно продолжать. Были моменты, когда и я, и Алина, мы считали себя правильно мыслящими, правильно видящими, вот, и упирались, и был тупик определенный, и были семейные пары, и были служители, были разные люди, и женщины, и мужчины, и семьи, к которым мы могли обращаться. Мы могли получать консультацию как от какого-то служителя мужчины или от какого-то служителя женщины, так и от семейной пары. Мгм. То есть, и мы, слава богу, нам казалось, что мы не способны слышать других людей, но на самом деле мы были способны слышать других людей, мы были способны прислушиваться, и иногда благодаря вот советам, которые мы со стороны получали, мы выжили. Были ли критичные моменты, Были когда критичные думаешь, что все, до свидания? Были критичные. Адиос, я... Да, Диос, это однажды у меня было, я не знаю, как там было у Алины, я всегда везде это рассказываю. Однажды я дошел до такого состояния, причем это было в самом начале. Это было, ну, не знаю, может быть, полгода мы прожили, может быть, чуть больше. Нет, я не помню, мне кажется, у меня первый ребенок уже родился. Мне Ну, кажется, это было в Караколе, нет? нет. Мы жили в Бишкеке, и какая-то у нас ситуация случилась. Причем вот эти ссоры или непонятки, ты проходишь какой-то путь, обращаешь потом, ну, скажем так, возвращаешься назад, оборачиваешься назад, думаешь, какая-то ерунда вообще Бред. на ровном месте. Там это был какой-то, как вот говорят, выеденного яйца не стоит. М. То есть мелочь какая-то, за эту мелочь зацепились, и пошло-поехало, и понеслось. И в конечном итоге, я помню, я ушел, вышел из дома, думаю, пойду помолюсь. И иду и понимаю, вот внутри просто мне кто-то подсказывает и говорит, что ну, хандец, у тебя вот с этой теткой отношения ты никогда не сможешь построить, потому что у нее безумный характер, у тебя нет желания там покоряться, нет вот этого вот, постоянно какая-то коса на камень находит, постоянное бадание, постоянное доказывание друг другу. Это вот как два характера начинают сталкиваться. Вот, и я думаю, ну, наверное, это была ошибка. То есть вот ты идешь и ты начинаешь размышлять. Дьявол, Библия говорит, он находится в воздухе. То есть мы иногда с воздуха, из ниоткуда мы начинаем какие-то мысли Ловить. получать. Да, мы как будто бы ловим, как это, Опять же, как прием. приемник, да, мы ловим эти мысли. Библия говорит, что это дух противления, который находится в воздухе. Он распускает вот эти вот идеи. И эти идеи начали приходить мне в голову. Все, я начал думать, с ней я построить не смогу, у нас слишком разные характеры, мы слишком разные люди, мы вообще никогда не сможем ни о чем договориться, мы там такие-сякие, третьи и десятые. Я помню, я шел, и там кусты были, и за кустами там такое место, где меня никто не видел, такой арык был. И я в этот арык сел, за кустами сижу, не знаю, то ли плакать, то ли смеяться, и вот эти вот мысли. Все, надо разводиться. Ну, думаю, ну да, ладно, я разведусь, что дальше? И опять этот же мне голос говорит, ну, разведешься, уедешь куда-нибудь в другой город. Я почему-то начинаю думать, ну, уеду куда-нибудь там на крайний север, город Сургут почему-то я начал думать. Я никогда в этом городе не был, причем до сих пор, уже сколько лет прошло, я там никогда не был. Думаю, в Сургут уеду. И вот здесь какой-то здравый смысл. Этот здравый смысл Дух Святой использует чаще всего. И этот здравый смысл мне говорит, ну ладно, уедешь ты в Сургут, а что дальше будет? Я сам себе отвечаю, ну пойду в церковь, я же как бы христианин все еще. Ну, то, что я там бросил Жену не и люблю, а ребенка. Господа люблю. Да, это вообще не вопрос. Господа, это я всегда люблю. Причем тут жена. Жену я бросил, ребенка бросил. Они остались в одном городе, я уехал в Сургут. Что делать буду? В церковь пойду.
И вот этот здравый смысл мне, вот знаете, вот как вот Дух Божий начинает тебе через здравый смысл вопрос задавать. И что ты будешь делать? Приду в церковь. И дальше что? Ну, буду ходить в церковь, там, может быть, какую-то другую жену себе найду. И этот здравый смысл мне говорит, ну и что ты скажешь ей? Ну вот я там одну бросил, теперь я там хочу с тобой пытаться, что ли, пробовать. Что ты скажешь этой церкви, что я там сбежал, я бросил ребенка, бросил жену, бросил служение, бросил церковь, теперь я хочу быть частью вашей церкви. То есть я понял, что это путь в никуда. Это путь неудачника, это путь человека, который просто на полпути сдался, бросил, сдулся. И я помню в этом моряке я сидел, и я стал понимать, что я общаюсь с одной стороны с дьяволом, с другой стороны с Духом Божьим. С одной стороны безумие, которое приходит в голову, там бросить, скрыться, спрятаться, там уехать, начать что-то заново. С одной стороны это безумие, с другой стороны здравый смысл, который тебе говорит, надо идти до конца, учиться, примиряться, восстанавливать, учиться что-то строить, учиться находить какой-то консенсус, учиться молиться, учиться в конечном итоге этой духовной брани, отвоевывать какие-то правильные божественные там позиции. С того рыка другой человек вышел, который для себя что-то взял, чему-то, сделал какие-то правильные решения, сделал какие-то правильные выводы, и вот я вышел с того рыка и сказал, я буду воевать. Я буду вместе с Господом созидать. Я буду делать правильные над собой усилия, над своей семьей усилия, ну, насколько это возможно с моей стороны. Я буду стремиться к тому, чтобы моя семья стала раем. Первое время было все непросто, было очень много всего. Сейчас, опять-таки, я говорю, когда ты оборачиваешься по прошествии лет, смотришь на это, смотришь, вспоминаешь и думаешь, какая глупость вообще. Какие-то просто идиотские, да, идиотские ситуации, когда за какую-то мелочь можешь зацепиться, обидеться на какую-то ерунду совершенно, которая выеденного яйца не стоит. Можешь обидеться на взгляд человека, там, рядом с тобой находящегося, и там потом пытаться ему что-то навязать и доказать, что он был в чем-то неправ. Человек хлопает глазами, не понимает вообще, о чем ты говоришь. То есть сейчас ты прошел все это, смотришь, тебе весело. Тогда было вообще трудно и вообще не весело. Но, взявшись за плуг, сам себе сказал, нет, 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 назад оборачиваться не буду. Я уже посидел в этом рыке, все, только вперед. Обрабатывать буду свою почву и почву с сердца своей семьи. А как научиться прощать? Все равно муж, жена. Прощать, научиться. Вот мы чему-то учимся, когда мы делаем какие-то даже неудачные пробы. То есть надо пробовать. Если ты не пробуешь, например, то ты ничему не научишься. Если ты не пробуешь пользоваться там гаджетом каким-то, то ты и не научишься. Многие люди говорят, ой, я не умею это делать. Ты просто не пробовал это делать. У меня не получается. Ну, ты просто один раз попробовал, и ничего страшного, если один раз это был там неудачная проба была. То есть надо стараться, надо делать над собой усилия. И самое главное, делать это с Духом Божьим. У нас есть такой помощник, такая благодать внутри нашего сердца, к которой просто надо обращаться и говорить, Господь, мне больно, мне трудно, у меня что-то пошло не так, но я люблю этого человека. Я хочу правильно относиться. Любовь, она не носит горечи. Любовь, она не ищет какого-то подвоха, она не жаждет мести, она не хочет отомстить. Я хочу по-настоящему любить, правильной Божьей любовью. Вот. И ты обращаешься к этому помощнику, ты просишь, чтобы он тебе помог. Он обязательно тебе помогает. Опять-таки, все упирается в смирение. Просто подойти и сказать, знаешь что, дорогая, давай не будем просто больше ссориться, и мы не будем обижать друг друга. И вот в этой ситуации я был неправ, и может быть даже ты не права. Ну ладно, я об этом даже говорить не буду. Пусть тебе Дух Божий, да, опустим, пусть тебе Дух Божий скажет. Все опять-таки упирается в то, что ты в смирении, ты продолжаешь созидать, ты продолжаешь не держаться за свое главенство, вот так как ты главный, я не буду ни у кого ничего просить прощения. Пусть вся эта челядь вокруг меня, дети и жена, пусть они у меня просят прощения. Нет, ты... Во-первых, как мы уже говорили, первый тот, кто начинает примиряться, первый тот, кто начинает смиряться, первый тот, кто начинает восстанавливать правильную позицию в семье. Все с мужем. Ну тогда вопрос к тебе как к мужу. Да. Я так считаю, многие люди, смотря на Алину, они понимают, что это женщина абсолютно реализованная в служении и в семье.
как ты этого добился? Этого она добилась, наверное, вместе с Ну, Господом. есть Она много, же реализовалась. есть много людей, которые там женятся, и потом ты смотришь на его жену, и это просто забитый человек, который лишний раз там ни слова не скажет, такие. Нет, одно дело, когда ты женился изначально на такой, женился, да, правильно? На Мгм, такой девушке, которая была забита. Это один процесс, когда тебе надо из состояния забитости пытаться вытащить этого человека. мгм, Вот, это не наш случай изначально был. Она не была забита в самом начале. Второй момент может быть, что когда слишком активная девушка, слишком такая уверенная в себе, она понимает, что она хочет, куда она двигается, и она собой может затмить великого мужчину. И вот это вот страх, что тебя затмевают, он будет тебя толкать на то, что ты будешь забивать свою жену. мгм, Вот. У меня было несколько, может быть, моментов в моей жизни, где я ловил себя на том, что я пытался как-то ее там победить, как-то там ее в чем-то быть превосходнее. Потом я стал понимать, это такая глупость величайшая. Она в своих вещах одарована, она в своих вещах может двигаться, я могу в своих вещах двигаться. И вместе эти вещи, они могут дополнять друг друга, и мы сможем быть успешным тандемом. мгм. Вот. И когда ты это воспринимаешь как благословение, что у тебя рядом с тобой женщина, которая способна, которая может, и ты не забиваешь ее, чтобы на ее фоне не выглядеть серой, какой-то Массой. серой мышью. Тебя не то, что не задевает, тебя это радует, что рядом с тобой такой человек. И ты помогаешь этому человеку в том числе реализовываться. Конечно, есть ситуации, когда, например, мужчина должен быть способен корректировать свою жену. Это не об этом мы говорим, что ой, мы там запустили этот поезд сам по себе, куда приедет, туда приедет. Нет, мужчина все-таки он человек, который хранит видение, который понимает какие-то вещи, который понимает времена, который понимает сроки. И есть моменты, когда мужчина корректирует свою жену. И это важно делать с любовью в правильное время. Какая моя заслуга? Моей заслуги нет, на самом Ух, деле. вот это уровень Да, не смирения. то, что, не то, что это уровень смирения. Я понимаю так, что моя заслуга может быть только в том, что я не повелся на каких-то своих, может быть, чувствах неполноценности, что ли. А были вообще такие? Вначале, наверное, да. Конечно, какая-то неполноценность в одном, в другом, в третьем. Ты сравниваешь себя с человеком, который рядом с тобой находится. Ты понимаешь, она превосходит тебя в этом, или она превосходит тебя в том. И, конечно, может быть определенный комплекс выработаться. Мгм. Вот. И если ты это не воспринимаешь как дополнение к чему-то общему, а ты воспринимаешь это как соперника, или ты начинаешь соперничать с ней, пытаешься доказать ей что-то, то это может перерасти в большую такую битву в семье, которая может закончиться трагедией. Вы, в принципе, как христиане, ни Алина, ни ты, вы не отпадали от Христа. То есть не было такого. Не всегда у всех есть такой путь, где ты не сбиваешься, не падаешь. У вас не было вопроса там отсыхания от Христа, и, в принципе, у вас, ну, я так понимаю, между собой не было каких-то трагедий, правильно? Правильно? Не, были кризисные времена, однозначно были. Был кризис во взаимоотношениях, однозначно были такие ситуации. И вообще мне прикольно слушать, и я думаю, надо же, какие уникальные люди, когда, например, муж с женой прожили 30 лет, и они говорят, у нас вообще никогда ни скандалов, ни выяснения отношений, у нас никогда никаких конфликтов. Я смотрю на этих людей, думаю, либо они изначально совершенные были, либо один из этих людей характера не имеет. Но когда Мгм. два характера сталкиваются, когда эти два характера начинают пытаться из двух характеров, из этих Бог начинает что-то единое строить. Это большой процесс обтесывания, это большой процесс, когда углы начинают ломаться, и это иногда не очень приятно и больно. Были кризисные ситуации. И опять-таки вот были люди, которые нам помогли. Мгм. Были люди, которые вовремя подсказали, были люди, которые стали для нас и вдохновением, и иногда говорили не очень приятные вещи и в мой адрес, и в ее адрес. Это могли быть вещи, от которых плакать хочется. Охота кричать и говорить, вы не правы, вы не представляете, сколько я всего сделал, какой я был герой все это время, а вы Как мне... я старался. Да-да-да, а вы мне сейчас такие вещи говорите, вы до конца не знаете все ситуации. Хотелось и так сказать, но ты понимаешь, что сейчас время, и тебе люди говорят, и надо услышать, надо прислушаться. Как бы трудно не было, надо просто начать двигаться в этом направлении. Слава богу, люди помогали в том числе из кризиса выходить. Сегодня мы можем помогать другим, потому что мы прошли определенные ситуации, определенные кризисы. Мы понимаем, когда люди попадают в какое-то кризисное
в кризисной ситуации, в кризисном времени находятся, мы понимаем, как помочь, потому что сами там были. В христианском мире развод стал чем-то, в принципе, нормальным. Или ты слышишь, когда случаются какие-то трагедии в виде того, что там пастор, он изменял своей жене, или вот они просто разводятся. Как к этому не прийти? Как избежать вот состояния отсыхания от Христа и отсыхания семьи? Гигантский вопрос, и тут и пасторов зацепило, и разводы, и беда в том, что люди женятся бездумно. Выходят замуж, женятся бездумно. Они изначально на неправильном основании строят свои семьи, свои браки. Это беда раз. Второе, беда в том, что во главе служения сегодня стоят люди, которые являются неудачниками в семейной жизни. У них неудачная семейная жизнь. Они потерпели крах, они это не хотят признавать. То есть, например, люди, которые там, они ради молодых оставили своих старых жен, да, там, а есть люди, которые просто они говорят, я хочу там просто своего семейного счастья. Но они продолжают оставаться в руководстве церкви. И они не отображают, что вот их образ жизни, их поступки, они будут проецироваться на всю церковь. Вся церковь будет подобно им себя вести. Всегда, когда дело касается разводов пасторских, когда дело касается падений пасторских, хочешь счастья в семейной жизни, как некоторые говорят, я хочу счастья в семейной жизни, поэтому я старую оставил. Там, простого человеческого счастья. Простого человеческого счастья. Уйди с этой позиции, потому что на тебя смотрит церковь, и то, как ты живешь, это будет проецироваться в церкви. Поэтому огромное количество разводов, потому что люди, которые стоят, являясь примерами, или должны быть примерами, стоят в руководстве церкви, стоят скажем так, во главе церкви, если можно так сказать, это люди, которые позволяют себе вещи или открывают двери для своих собственных церквей, открывают двери для тех служений, в которых они находятся, и потом люди, глядя на них, делают то же самое. Это беда. Итак, там есть момент, что неправильно или бездумно замуж вышли, да, женились, потом с руководством беда, и, например, в церкви это уже сложившаяся традиция, что-то пошло не так, что-то у меня не получается, где-то у меня там какой-то конфликт с моей женой, да, все, адиос, да, я не хочу с тобой ничего общего иметь, вместо того, чтобы продолжать строить, вместо того, чтобы смиряться. Этот человек говорит, вон там, те развелись, эти там простое человеческое счастье приобрели, вот эти приобрели простое человеческое счастье, я тоже пойду таким путем. Поэтому тут такая комплексная проблема. И эта проблема не сегодняшняя, это проблема постоянная. Вот, и эта проблема усугубляется с годами. Вот, поэтому люди, которые ходят в церковь, смотрите на свое руководство. Если это неудачники в семейной жизни, они не смогут вам они не смогут принести в церковь успех, настоящий успех. Они могут говорить об этом. Это как вот ты можешь говорить о финансовом успехе, об успехе там в семейной жизни. Да. Хоть о чем ты можешь говорить, там, о любом успешном успехе. Но если ты в этом не живешь, если ты в этом по-настоящему не преуспел, ты не сможешь это принести духовно в свою церковь. Слова — это всего лишь балабольство. Если вы начали правильно, у вас правильное основание, вы оба горячие христиане, вы там двигаетесь за Господом, и, например, я не знаю, муж, например, замечает, что жена, она начинает отсыхать, она потеряла там свою первую любовь. Что в этом случае должны делать муж и жена? Вот как мы уже говорили, способность договариваться, друг друга слышать. Все-таки это не последний человек в твоей жизни. Когда мне моя жена что-то говорит, когда я своей жене что-то говорю, это не последний человек, это, наверное, самый важный человек, который разговаривает с тобой, и ты способен его услышать. Это элемент смирения, опять-таки. Мы возвращаемся снова и снова в это слово. Вот. Второе, должны быть люди. Должны быть здравые люди, какие-то люди, на которых ты ориентируешься, это пример. И это должно быть как минимум руководство твоей церкви. Поэтому я еще раз говорю, смотрите туда, или смотрите на то, куда вы ходите, в какие церкви вы ходите, какие люди руководят, какие люди управляют, что за этими людьми стоит. Какой у них есть настоящий духовный опыт. Мало того, что мы балаболим, мало того, что мы говорим. Важно, как я живу, и важно, к чему я пришел и что я достиг. Поэтому должны быть такие люди, на которых я ориентируюсь. И к чьим советам я прислушиваюсь.
Например, когда какая-то беда происходит в семье, и мужчина говорит: слушай, я вот, ну, вижу, что у тебя вот такие Мгм. проблемы, я считаю, что тебе надо вот это делать. И вдруг женщина там начинает упорствовать, начинает делать как-то все не так, Мгм. или не делает, просто игнорит его какие-то советы. Классно, например, когда он может сказать: слушай, дорогая, давай пойдем сходим там, к нашим служителям, давай расскажем об этой проблеме. И это всегда такой комплексный подход и всегда такая комплексная помощь, которая должна быть вовремя оказана. И люди могут проходить какие-то кризисные ситуации, и им помогают, им оказывают помощь, и они проходят эти кризисы, и растут, и становятся лучше, сильнее. Через все эти кризисы мы только становимся лучше, когда мы правильные решения принимаем, и мы начинаем двигаться за Богом. Часто я слышу о том, что любовь, она покрывает, что жена должна покрывать, что вы в одной команде, вы в одной повозке, и о том, что это неприемлемо выносить ссоры из избы. Как на это смотрит Писание? Не, ну помните, история же была в Новом Завете, когда э, жена покрывала, она не сапфира. Да, и закончили одинаково. Закончили оба печально совершенно. То есть эта история как раз-таки вот для нас большой урок, что когда твой муж замыкает, или когда с твоей женой какие-то проблемы, не надо это прятать, не надо делать вид, что у нас все хорошо. Надо бить в колокола, надо делать какие-то вещи. Например, как минимум, тебе надо уже начинать молиться, тебе надо уже начинать поститься за своего партнера, тебе надо уже начинать что-то говорить в жизни этого партнера. Мгм. Беда в том, что есть семьи, например, где женщина, она вообще ничего не может мужу сказать. И ты думаешь, зачем ты выходила замуж за этого тирана, что сегодня ты живешь с каким-то монстром, и ты какая-то рабыня. Зачем изначально такие отношения? Когда женщина выходит замуж, и она не способна говорить своему любимому какие-то вещи, причем честные вещи, она не может сказать, она наталкивается на какой-то, не знаю, всплеск эмоций, там, на вопли, на вот эти вот бесконечные разговоры, там, кто ты такая, что ты меня учишь, там, иди там щи вари, там, или, Женщина, да, да, молчи. женщина, да, заткнется и тому подобное. Вот эти вот вещи, это вообще неприемлемо для христианской семьи, потому что там должна быть настоящая любовь и уважение друг к другу, почтение друг к другу. В этом сразу же нет никакого ни уважения, ни почтения. Библия говорит, чтобы мы уважали друг друга. Библия говорит, чтобы мы любили друг друга. Все, здесь уже что-то неправильное. Поэтому думайте, когда вы встречаетесь со своим будущим мужем или со своей будущей женой, как человек реагирует на какие-то советы, на какие-то корректировки, на какие-то э, слова, когда вы говорите что-то поперек. Как человек реагирует? Дальше будет только усугубляться. Если это не вопрос какого-то греховного поведения, то есть там муж или жена не грешит против тебя, но это какие-то вещи, с которыми тебе сложно совладать. Поконкретнее. Ну, я не знаю, может, это какая-то черта характера, которая просто раздражает тебя. Или... Терпеть придется всю свою жизнь. Нет, есть вещи, например, которые только с годами изменятся. Мгм. Тут надо просто быть честными, что есть вещи, которые человек решением воли может прямо сейчас решить. А есть, например, черты или какой-то отпечаток из прошлого, например, с детства. Это уже как часть характера, которая может меняться только благодаря усердному труду вместе с Господом и времени. То есть тут элемент времени тоже нельзя выкидывать, с- не снимать с повестки дня. То есть есть моменты, когда ну, нужно научиться терпеть и ожидать, и в терпении проходить какие-то ситуации, проходить какие-то вещи, в том числе злой характер. Свой характер. Ну, не, скажем так, несовершенный характер. Злой характер это одно, да, несовершенство это совсем другие вещи. Вот. Выносить ссор из избы, если возвращаясь к старому, к предыдущему вопросу, многие семьи, они бы в принципе не развелись и не рухнули, если бы они вовремя ссор из избы вынесли, если бы они вовремя открыли сложившуюся ситуацию, сложившийся там расклад вещей, которые есть у них в семье, и им бы могли помочь. Но из-за того, что вот они решили ссоры из избы не выносить, и мужчина пошел дальше, или там женщина пошла дальше, и все закончилось очень печально. А есть ли какие-то табу в семье или вещи, которые категорически нельзя делать? Ну, конечно, есть, например, вещи, которые связаны с вот, муж-жена, это отношения с противоположным полом, там любой флир, любое заигрывание, то
есть любой повод, иногда женщины дают повод своему собственному мужу начинать ревновать, потому что они себя неоднозначно ведут с противоположным полом. Точно так же и мужчины. Вот, например, какие-то тайны, какие-то секреты. То есть мужчина там что-то смотрит в телефоне, вдруг женщина заходит, он там быстро что-то прячет. Да, то есть вот это все, это вот эти вот моменты, это всегда повод для каких-то подозрений, для раскола в семье. Плюс, например, люди не сдержанные в эмоциях своих. Например, случился конфликт, и начинается истерика, и женщина начинает орать, будь ты проклят, козел последний. Там. То есть, да, настолько... Швыряться Да, тарелками. да, да, настолько не сдержаны в своих эмоциях, настолько не сдержаны в своих словах, а потом все пройдет. Потом она успокоится, потом она скажет, что она была не права, да-да-да, она покается, а слова-то были сказаны. Слова, Библия говорит, они очень больно могут ранить, и они очень глубоко, как заноза, могут засесть в сердце человека. Вот поэтому есть, например, табу в вещах, которые ты просто не можешь говорить на своего мужа. Ты не можешь его там обзывать, куда-то посылать, там, какими-то, не знаю, последними словами. Даже в самой великой истерике ты не можешь его костерить или там, будь ты проклят и пошел нафиг, я с тобой не хочу жить, ты всегда был ошибкой в моей жизни. Ты сказал эти слова, потом вы вроде примирились, а эта заноза, она осталась. Точно так же, поэтому мы не можем наших детей говорить, ты там дурак, ты скотина, ты там у тебя руки из одного места выросли. Потому что потом ты попросишь прощения. А у ребенка сформируется в том числе о себе само мнение. И потом вырастают такие вот забитые неудачники. Потому что их родители забили. Вот, поэтому в любой сфере, в эмоциональной, в физической, в сексуальной есть определенные табу, которые ты, это границы, которые ты не переступаешь. У нас, например, с женой нет никаких секретов. Если она хочет что-то почитать в моем телефоне, да пожалуйста. У меня нет ничего такого, что я бы там в тайне от нее делал или решил какой-то там тайной жизнью. То же самое я, например, знаю о ней все. Есть какие-то вещи, например, которые мы не, ну, для себя решили, что мы не будем делать секретов каких-то, мы не будем делать каких-то тайн друг от друга. То есть у нас наша жизнь друг перед другом очень открытая. Какие причины или вообще на каком основании люди верующие, они могут разводиться? Развод, сразу могу сказать, это любое предательство. Предательство может быть как физическое, это прелюбодеяние, да, о котором говорил Иисус. Это может быть, например, когда там мужчина просто, он там игнорит свою жену, там, он живет своей собственной жизнью, там, и он не хочет обеспечивать ее, он не хочет просто, ну, стать на позицию мужа. То есть это любой, знаете, вот абьюз или, скажем так, любое насилие в семье, которое происходит, ну, бывает иногда даже от женщин насилие по отношению к мужчинам, но чаще всего это со стороны мужчины. То есть вот эти все вещи терпеть ни в коем случае нельзя. Потом, например, когда мужчина, вдруг он в какой-то момент, он, ну, решил, что он не хочет быть настоящим там посвященным христианином. Он хочет бухать, он хочет ходить по кабакам, он хочет там, я не знаю, он вообще ничего не хочет, он просто играть в игры хочет, к примеру, там, в компьютерные. И он не хочет вообще никуда развиваться, не хочет никуда идти. С таким мужчиной, ну, смысла нет его куда-то тянуть, пытаться с ним что-то построить. С таким мужчиной проще расстаться. Да, проще расстаться. Но это такой, наверное, не пасторский совет, и на самом деле это очень сложный совет, но некоторым бы женщинам я посоветовал бы расстаться со своими мужчинами. Потому что это рабство, в которое они когда-то попали, и потом это рабство, оно сдерживается религиозными устоями и рамками, которые им навязало общество. И навязала в том числе не Библия, а навязала религиозная традиция. И женщина говорит, ну как я разведусь? Ну, он же, в принципе, вроде бы не прелюбодействовал, вроде бы он меня не колотил, но он не хочет быть мужем настоящим библейским. Он не хочет встать на свое место, он не хочет занимать свою позицию. И ты тянешь этого человека куда-то, и ты пытаешься с этим человеком что-то построить. Но невозможно построить брак с мужчиной, который таковым не является. Лучше расстаться. Это вообще не популярный пасторский совет сейчас был. Как есть. Одно дело, там, ты упал, одно дело, ты сделал что-то неправильно, ты прибежал, ты раскаялся, ты понимаешь, что ты был неправ, и тебя, может быть, простили, потому что там, твой партнер, он способен, он имеет милость, он способен прощать. Вот, это одно дело. А другое дело, когда человек живет в этом, и он не хочет вообще никак выходить из этого и меняться.
Ну что, у нас секретов сегодня успешной семейной жизни не будет? Все как-то просто получилось. Вот. Все, вообще вот все очень легко, все очень просто. Вот с позиции человека, который 29 лет прожил в семейной жизни, я могу сказать, на самом деле все очень просто. Мгм. В Писании прописано то, как должен себя вести мужчина. В Писании прописано, кем должна быть женщина. Мгм. В Писании прописано, какие должны быть взаимоотношения между этими двумя людьми и к чему они должны стремиться. И это те вещи, которые нам необходимо найти в Писании, смотреть на это, думать об этом, молиться за это, если необходимо, поститься за это, разговаривать об этом и делать, соответственно, какие-то действия в эту сторону. Еще очень важно, вот когда мы читаем, например, вот сейчас я говорю про Библию, да, что мы смотрим, мы читаем, что там все прописано, роль каждого прописана. Важно, чтобы мужчина смотрел на то, что ему прописано, Мгм. а женщина смотрела на то, что ей прописано. А, наоборот. Потому что, да, бывает наоборот, женщина начинает тыкать носом мужчину, мужчина начинает долбить Библией башку женщины, образно говоря, и он начинает там постоянно ей говорить, какая она должна быть, что она должна делать, какая она не такая, и т.д. и т.п. Тут главное для каждого из нас, чтобы мы смотрели нашу часть и видели, что именно нам Бог. И за это постились, да, за это постились, за это молились, к этому стремились. В этом весь секрет. Я не думаю, что там что-то сложное есть. Это иногда кажется все сложным, и отношения кажутся сложными. Если ты изначально нашел правильного человека, ты изначально, ну, он может быть несовершенный, но ты построил на правильном основании, ты начал свой брак на правильном основании, потом ты продолжаешь строить на основании Писания, ты рано или поздно все равно придешь к прекрасному браку. Все равно придешь. Всё равно. Да. Что бы ни было, любой характер не будет препятствием. Любые ситуации, испытания они не станут препятствием. Это только будет делать краше брак и отношения. Финальный вопрос. Давай. Что ты любишь больше всего в своей жене? Я люблю ее щедрость, я люблю то, что этот человек со мной всегда честен, она меня вдохновляет. Когда мне плохо, она не жалеет меня, говорит, давай, ты же человек веры, двигайся. То есть она не позволяет мне расклеиться, даже когда трудно, когда все плохо, когда все идет не так. Она меня способна вдохновлять. Вот. И для меня это человек, который является большим вдохновением и поддержкой на протяжении уже вот многих лет. Многие ситуации мы прошли, и в том числе вышли из кризиса благодаря тому, что она где-то проявила характер и где-то проявила волю, она не сдалась, она не сказала, ой, я женщина, я там вообще 15-ю там, позицию буду занимать, я сюда лезть не буду. Она помогла сделать какие-то правильные решения, и слава богу за это. Кажется, это получился отличный выпуск. Есть, да, много качеств хороших, о которых можно было бы говорить. Вот. Я понимаю так, что она очень большое благословение для того служения, которым мы занимаемся многие годы. Я понимаю, что без нее этого служения бы не было. Вот и все. Этим все сказано. Друзья, ставьте лайк. Мы говорим спасибо Денису сегодня. Если остались какие-то вопросы, опять-таки в комментариях. И уверена я, что будет продолжение. Вопросы от оператора есть у нас? Нет? Все, пока тогда, люди.